Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Это продолжение этого видео про пост, который я держу. Я уже 44 лет я это держу пост Рамадана, не пропустила с 9 лет, да, когда мне 9 лет было, я начала пост держать, не пропустила, не только во время, ну, когда по-женски это, ну, во время это, не держит пост. Вот, кроме этого, я вот держала, даже которые мы с Рамаданом не держим, во время этого месячного, после Рамадана держим это. Вот. Я в том, как это духе, я продолжаю держать пост. Пост – это мое лекарство. У меня давление было высокое до это 2021 год, до того, что поступила в это колледж, медицинский колледж. У меня давление иногда как это было это высокое, но я не принимала никакие это препараты, я хиджаму сделала, ну, нормализовался. А вот когда я начала держать пост, хиджаму я часто эти перестала сделать, потому что мне за давление часто хиджаму сделала 2 месяца, 1 раз, 3 месяца, 1 раз вот так. А с того, что я начала держать пост, нормально, давление у меня нормально стало, да, гипертоник я была, стало как это нормально у меня это давление. А вот сейчас редко сделаю хиджаму. Ну, когда если что-то мне беспокоит, я сделаю хиджаму, кроме этого нет. Вот. А это пост у меня давление нормально стало. Сердце у меня тоже, да, была проблема чуть-чуть. Сердце сейчас, алхамдулилля, нормально. Вот. Еще у меня вес был, да, когда я забеременела, я вес это получила. Потолстела чуть-чуть. И вес тоже у меня как нормально стал. Вот у меня это результат, мое голодание, мой пост. Это пост у меня сухая, как это голодание считается, потому что я не кушаю, не пью, только это после это заката солнца я это открою и кушаю. Да, вот причина, я вам это объяснила, что по какие причины я вот стала так держать пост. А то если я не держала бы пост, я испортила все свои это ЖКТ, все это свои как внутренние органы я испортила, потому что это опасно человек, если перекусит утром, а потом перекусит где-то вот обед перекусит. Нормально человек либо кушает нормально, либо держать пост. Я так это себе цель поставила. Либо я кушаю нормально, либо держу пост. А так нормально, это я кушаю, как я кушаю? 2 раза это в день кушаю. Если я не держу пост, кроме этого посты мои, да, пост мой, я 2 раза в сутки кушаю, утром и вечером. А в обед я не кушаю, потому что я пью воду или какой там сок, или как компот я пью, вот так. А утром завтракаю хорошо, когда я пост не держу. И вечером поужинаю. Вот так. Это мой график. Поэтому, если кто пожелает это себе как это привыкать к посту, вот месяц Рамадан для вас шанс. Держите пост, потом после Рамадана еще мы 6 дней еще держим. Шавал. Да, месяц Шавал тоже 6 дней держим. И потом дальше четверги и понедельник. А организм как это привыкает, это привычка. Как человек это без сигареты же не может привык, допустим, правильно? Или без спиртни, или без это, как говорят, что-то там вкусное, это привык человек, зависимость. А вот человек тоже зависимость будет, это становится как это пост. А вот это я сегодня читала в хадис пророка Масалам, что пророк Масалам, он очень в жизни много он держал пост. Он это вот месяц Рамадан, после месяца Рамадан, месяц Шавал, он тоже это много из дней месяц Шавал он держал. 3 дня полнолуния он держал. Месяц Мухаррам он держал пророк Масалам. 3 дня, да, 9, 10 месяц. А вот это, кроме этого, весь год он это понедельник и четверг пост держал пророк Масалам. Оказывается, у меня тоже жизнь так, что я так сама это решила, так это во время учебы, что держать пост. Как помните, я вам это все рассказываю насчет это талисман, ширк, я не знала, но это как это не считала, что правильно они делают. А вот это насчет пост тоже я не знала, что пророк Масалам так много пост держал. Вот это на днях я читала жизнь пророка, как он это был в жизни, а вот знала, что он больше своей жизни он держал пост. Поэтому, если человек, когда держит пост, у него никаких хронических заболеваний не будет, иншаллах. И это, субханаллах, машаллах, баракаллах, по себе говорю, что это фразу, чтобы не сглазить. Вот у меня, алхамдулилlah, нет никаких хронических болезней. Наоборот, у меня это был полип, когда мы приехали в Россию. Первый раз у меня полип удалили в Таджикистане, это
полип это в матке. Потом второй раз здесь появился в России. Они сказали, это экстренно, надо это удалить это. Я говорю, если экстренно вы удаляете, еще это не появится. Нету это гарантии, что не появится. Я сказала, если это нету гарантии, что не появится, я не буду это удалить это его. А я так это не удалила его. Ну, черт меня пила, черт меня как это водила из этого, это вагинально, ну, через это, как это, шприц, да, водила в матку и держала пост. А потом, как это получилось, что это было 2021 год, они мне как это диагностировали, что у меня полип в матке. 2020 это 4 год, я прошла медкомиссию, ну, хотела на работу устраивать это официально, и прошла полная медкомиссия. А когда они УЗИ сделали, сказали, что матка чистая, ничего нету. Это пост мой помог, и черный тмин, который это водил, что-то из этого помог. Я думаю, что это, скорее всего, они оба вместе помогли, потому что это полип, они сказали, экстренно надо это удалить, если удаляете, это появится. Они вот, эта медкомиссия, сделали УЗИ, это мало таза, еще вагинально тоже УЗИ, нету полипа. Вот. Все, что это не будет ключем, как это я не сделала, потому что они сказали, что нет гарантии, что не появится. Потому что они удалили, еще второй раз появился это полип в матке. Вот, поэтому так это пост, это лекарство всех, это болезни, да, наши болезни. Ну, как профилактика это будет для нашей болезни. Даже это американский нейрохирург, я в 2007 году я читала в журнале, что он проводил исследования. Я вам рассказала, что исследовали между людьми, которые это неверующие и верующие мусульмане, которые они держат пост по понедельник, четверг, которые они мусульмане верующие, у них это все анализы вышли чистые, все это медкомиссия прошли нормальные, все нормы. Они верующие, у них всякие это болячки. Поэтому я это вот реально вам рассказываю, что у меня это вот было это высокое давление, сердце у меня проблема была, вот полип у меня это появился и исчез, по милости Аллаха. Вот так. Дорогие подписчики, не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться, пожалуйста. Благодарю за внимание.